Парламент Абхазии внес изменения в закон об НДС и таможенный кодекс. Кабмин будет утверждать медицинские товары, и перечень нефтепродуктов. Будет также предоставляться отсрочка платежей, если сумма платежей составляет не менее 50 тысяч рублей. С 2016 года группа экономистов и предпринимателей пыталась донести мысль о необходимости внесения поправок в закон об НДС. Среди тех, кто считал это необходимым, была и Лилит Бар, экономист-предприниматель. Она с нами на связи по телефону. Мы будем говорить о том, как экономисты и предприниматели восприняли эту новость. Как вы восприняли новость о том, что парламентарии наконец внесли поправки в закон об НДС? Я посмотрела те поправки, которые были приняты, и, конечно, меня порадовал пункт о том, что дается отсрочка предпринимателям, по-моему, на 3 месяца, так было сказано. Это то, о чем мы говорили очень давно, это то, чего мы добивались уже несколько лет. И, конечно, это большая помощь предпринимателям. Многих, я думаю, порадует эта новость. Надо сказать, что вообще все эти бои с налогом об НДС, они уже несколько лет, и мы постоянно эту тему муссируем, потому что настолько этот закон плохо скроен, настолько он неправильно вообще прописан. Вот если немножко есть времени, я расскажу предысторию, потому что сам закон был принят в 2015 году очень спешно, мгновенно. Вступил в силу в 2016 году с января. Да, и он начал работать уже в 2016, то есть его приняли в течение 2 месяцев. Вот сравните сейчас закон о среднем и малом бизнесе, который с 2015 года лежит в парламенте, его опять отправили на доработку, то есть 7 лет. А этот закон приняли мгновенно. И в первоначальной редакции той, которой он был принят, он еще имел какой-то завершенный и логический смысл. Но поскольку он абсолютно не устраивал предпринимателей, сразу начались волнения. И испугавшись вот этих наших волнений, наших митингов, правительство стало сразу вносить какие-то точечные изменения. И вот та логическая цепочка, которая была заложена в первоначальной редакции, она нарушилась. Вы имеете в виду то, что освобождали группы товаров постепенно? Стали отдельно какие-то льготы отдельным предпринимателям, отдельным видам товаров, стали вносить какие-то перечни. И вот это все настолько, знаете, как вот это лоскутное одеяло, когда оно скроено из разных кусочков, а уже целой картины нет. И поэтому каждый раз, когда вносятся какие-то изменения, они еще хуже и хуже усугубляют всю картину, потому что закон должен быть ясный, понятный, одинаково для всех работающих, чтобы соблюдались права всех предпринимателей. А когда какие-то такие отдельные точечные вносятся изменения, он, конечно, все хуже и хуже становится. Это закон, это Хорошо. такая вообще головная боль для таможни, для налоговиков, для предпринимателей. Он настолько уже запутан и настолько плохо читаемый, что он просто всегда вызывает массу вопросов. Что не так? Что не так? Вот слушатели наши понимали, коротко, если можно, вот даже с этими поправками. Что вы считаете не так в законе, в этом виде, в котором сейчас приняли парламентарии? Мы когда ходили, у нас было очень много поправок. Центр стратегических исследований под управлением Олега Несторовича Домения, он давал свои предложения. Ну, сейчас уже ЦСИ, Центр социально-экономических исследований. Социально-экономических исследований. Институт экономики под управлением Заура Шавашава тоже давал свои предложения. Все эти предложения стекались в парламент. Тогда была Наталья Смыр, которая занималась вот этими изменениями. И вот то, что сейчас принято, я, насколько помню, это еще то, что начиналось в том созыве парламента. Есть какие-то вещи, конечно, вот то, что дали сейчас отсрочку на 3 месяца, это прекрасно. Я думаю, что многих предпринимателей это обрадует. Но у меня, знаете, немножко это вызывает недоумение, потому что мы в свое время очень просили правительство, чтобы они вообще отменили вот этот ввозной НДС и просто сделали, как и было, НДС. То есть мы привезли товар, мы его продали, и после реализации в течение месяца, как обычно по закону, и плюс 15 дней мы платим свои налоги. То есть нам даже никакая отсрочка не нужна была. Мы работали бы в том правовом поле, которое было раньше. Но нам категорически тогда отказывали и говорили, что нет, это невозможно, это нельзя. Я помню их аргументы.
Да. Их аргументы, что сложно будет потом собрать деньги. Администрировать, учитывать, что это невозможно, что должен обязательно быть ввозной НДС. Вы сейчас нам даете 3 месяца отсрочки, и у меня, как у бухгалтера, это просто, я же говорю, вызывает недоумение. Ну, конечно, это очень приятно, это очень хорошо. Но как будет с этим справляться таможенный комитет, я, честно говоря, как-то затрудняюсь. Во-первых, знаете, это очень неудобно. Администрированием налога должно заниматься все-таки какое-то одно ведомство. Когда часть в таможенном комитете, часть в Министерстве по налогам и сборам, и они не видят друг друга, они не знают, кто заплатил больше, кто недоплатил. Мне кажется, это создает массу неудобств. Ну, а то, что сейчас опять утверждают, перечень будет утверждать Кабмин, это медицинские товары и нефтепродукты, которые будут получать возможность снижения, и будут отсрочку платежей тоже будет. С этим перечнем, знаете, вообще очень смешная история. Юридический казус. Перечень должен разрабатываться Кабинетом министров, потом этот перечень должен утвердить опять парламент, он становится рабочим и работает по закону об НДС. Но перечень, который был разработан, он не прошел утверждения в парламенте. И поэтому, когда сейчас в него вносятся всякие дополнения и изменения, это вообще абсолютно, мне кажется, юридически неправильно. Вот если бы, даже в свое время об этом Наталья Смыш тоже говорила, то есть если бы нашелся какой-то юрист грамотный, он может все эти действия этих 7 лет признать незаконными, неправильными и потребовать какого-то пересмотра. Но, к сожалению, у нас в нашем бизнес-сообществе просто нет времени этим заниматься. Это, видимо, должен быть какой-то человек специальный, который будет ходить, добиваться, работать. Как-то все это спустили, и нет никакой работы в этом направлении. А так настолько это все неправильно. Закон скроен кое-как. И он, я же говорю, он просто каждая статья, она вызывает массу вопросов. С другой стороны, для населения, если освободили от налогообложения медицинские товары и нефтепродукты, то есть цена будет на товары ниже. Понятно, что для населения хорошо, но с другой стороны, для предпринимателей равные должны быть условия. Смотрите, как у нас вообще предусмотрено, мы везде пишем о том, что у нас гармонизация с российским законодательством. Даже по этой гармонизации, я являюсь бухгалтером таможенного брокера. То есть я знаю то, что делается с таможенным комитетом. И недавно была принята в связи с этой гармонизацией новая кодификация товаров. И по этим новым кодам, когда уже присваивается 10-ичный знак, группа товаров какая-то попадает под НДС. Какая-то не попадает. Раньше, которая попадала, теперь переходит в другую группу. То есть это вызывает такую массу вопросов. Плюс то, что связано с таможенным оформлением у предпринимателей, стало очень дорого стоить. То есть эти брокерские услуги по оформлению товаров, они тоже многократно стали увеличиваться из-за того, что появилась дополнительная работа. Все это связано из-за того, что просто поменяли коды сейчас. И все это в конечную цену садится на предпринимателя. Понимаете? Спасибо, Лилия Шамилевна. Эфирное время наше подходит к концу. Спасибо, что были с нами на связи. А я напомню, об изменениях в закон об НДС и таможенный кодекс поговорили с предпринимателем, экономистом Лилит Бар.